Мгм. Отлично. Все, мы в эфире. 4 человека, 3 человека уже нас смотрят. Так, всем, кто присоединяется, всем добрый день. Здравствуйте. Подождем еще пару минут, потом мы можем, в принципе, начинать. Надеюсь, меня хорошо слышно, хорошо видно. Если слышно, видно, можете в чате написать, видно, слышно хорошо или нет. Вот. Ну и подождем немного наших гостей, наших активистов и наши некоммерческие организации, собственно. Вот. Так, всем здравствуйте, кто заходит. Надеюсь, меня хорошо слышно. Просто напишите. Слышно нормально, отлично, хорошо. А видно, надеюсь, тоже хорошо. Вот. Мы сейчас работаем все на дому. У нас из-за ситуации в стране и, в частности, в нашей республике и в городе. Надеюсь, все вы тоже сидите дома, да, особо не выходите, а если выходите, то только по очень важным делам. И большую часть своего времени вы проводите все-таки дома. Вот. У нас осталось где-то 1 минута до начала, так что еще чуточку подождем всех наших гостей. Вот. Так, ладно. В принципе, что тянуть? Хорошо. Вот так видно и слышно хорошо. Отлично. Так, для тех, кто только присоединяется, кто только со мной знакомится, еще раз представлюсь. Наверное, вы уже видели в картинке. Меня зовут Куприянов Дмитрий, являюсь экспертом-аналитиком Единого ресурсного центра. У нас сегодня тема достаточно широкая о грантовых конкурсах, о ресурсах для некоммерческих организаций и вообще о ситуации, что у нас происходит на данный момент для некоммерческих организаций в частности. Вот, пройдемся немного по важным сообщениям от нас, как это называется, дайджест. Скорее всего, каждую среду в прямом эфире мы будем проводить такой дайджест перед началом наших вот тем, и, собственно, в котором мы будем непосредственно давать некоторые важные, интересные и, возможно, даже нужные для вас новости. Так вот, на днях исполнилось 3 года фонду президентских грантов. Хотелось бы от нас, от имени Единого ресурсного центра поздравить их. И, собственно, как вы знаете, 6 апреля в 23:30 по местному времени закончился прием заявок на второй конкурс фонда, собственно, этих президентских грантов. Что нового можно отметить по данному конкурсу? Всего было подано 11 085 проектов на конкурс, что является рекордом на данное время. И будем надеяться, что с каждым разом конкурсы, проекты и заявки будут все более интересными и будут охватывать практически все направления. И, скорее всего, будем надеяться, что в конечном итоге мы сможем решить, может быть, все проблемные вопросы, что есть у нас в наших краях. Вот. Результаты выйдут по данному конкурсу предварительно в июне. Сейчас все проекты находятся в экспертизе, кто что-то только зарегистрировано. И от нас, от республики, было подано, зарегистрировано и сейчас находится на независимой экспертизе 116 проектов. Плюс-минус можно, в принципе, посчитать больше-меньше, но, во всяком случае, у нас сейчас имеется такая информация. Вот. Далее. Все некоммерческие организации, на которые, собственно, распространяется федеральный закон о некоммерческих организациях, обязаны сейчас ежегодно предоставлять социальную отчетность Министерства юстиции России не позднее 15 апреля. Это можно на данный момент сделать только онлайн. У нас в Якутске, в частности, Министерство юстиции не работает, не принимает документы только онлайн. И подать документы можно на сайте unro.minjust.ru. В скором времени в социальных сетях и, собственно, у нас на сайте Фонда «Семья для ребенка» мы опубликуем точный сайт. Ну, собственно, все сайты, которые мы сегодня будем так или иначе упоминать, мы оставим либо здесь в комментариях, либо здесь в описании, либо же у нас в социальных сетях и на сайте. Далее.
Также Минюст России предлагает распространить на некоммерческих организаций меру поддержки в виде переноса срока предоставления отчетности с 15 апреля на 1 июня 2020 года. Но это касается только некоммерческих организаций. Если у нас есть какие-либо ООшки, ИПшки или же иные формы представительства Министерства юстиции, то, к сожалению, на данный момент разговоров об этом не ведется. Здравствуйте. Ага, отлично, кто-то к нам уже пишет в чате. Далее. Были объявлены несколько конкурсов. Так, например, фонд Потанина объявили целых 2 конкурса. Первый конкурс называется «Общее дело», которое поможет адаптироваться к новым условиям жизни во время пандемии коронавируса. Прием заявок открыт с 24 марта, и грантовый фонд составляет более 100 миллионов рублей. Все эти деньги предназначены для поддержки некоммерческих организаций и культурных учреждений. Фонд Потанина вообще сам по себе очень хочет помочь наиболее неустойчивым в период пандемии и неопределенности организации. В их число, конечно же, входят и некоторые некоммерческие организации, чьи подопечные находятся в группе риска. Собственно, это и пожилые люди, бездомные люди, малоимущие люди и люди с инвалидностью. Также можно добавить в эту группу и детей, оставшихся без попечения родителей. Вот. Ну и, соответственно, НКО, которые работают в сфере культуры. Вот. Также был объявлен конкурс «Новое измерение», грантовый фонд, который составляет более 500 миллионов рублей. К участию приглашаются ведущие некоммерческие организации, от деятельности которых зависит качество жизни наиболее уязвимых социальных групп. Опять же, пожилых, малоимущих, людей с ограниченными возможностями здоровья, граждан в трудной жизненной ситуации, детей и так далее. Вот. Максимальный размер гранта для одной организации составит до 10 миллионов рублей, что достаточно большая сумма. Вот. Общественная палата Российской Федерации и Совет по правам человека просит правительство принять комплекс мер защиты некоммерческих организаций в связи, собственно, с этой пандемией. Наш единый ресурсный центр, также совместно с фондом, опубликовал статью в Сахалайфе 2 апреля. Вы ее можете увидеть на сайте Сахалайфа, где, собственно, было подготовлено также письмо, которое было направлено премьер-министру России Михаилу Мишустину. Вот. Будем надеяться, что данное письмо дойдет непосредственно до конечного адресата, и, собственно, нас, некоммерческих организаций, так и не оставят в стороне. А то в последних выступлениях Владимира Владимировича, непосредственно нашего президента, очень часто упоминался малый и средний бизнес, но, к сожалению, некоммерческих организаций как-то обделили информацией. Так что сейчас вопрос уже поднят, и ведутся разговоры, переговоры касательно этого, и будем надеяться, что на нас все-таки посмотрят и смогут дать определенные заключения. Вот. Само существование многих из некоммерческих НКО, собственно, поставлено из-за этого под угрозу. Были внесены предложения профильных ведомств и общественных организаций, которые были направлены, собственно, в правительство. Перечень инициируемых сообществом мер в поддержку некоммерческих организаций в период кризиса включает снижение налоговой нагрузки на труд, введение полугодового моратория на ограничение заниматься уставными видами деятельности, снятие штрафных санкций за несвоевременную сдачу годовой отчетности и введение каникул на выполнение обстоятельств в рамках госконтрактов и соглашений о субсидии. Полную информацию вы можете узнать на сайте президентсовет.ру в разделе пресс-центра. Там, собственно, проходит также и обновление по данной информации. Вот. К вопросу об объединении ресурсов. Поступила информация, что Росфонд заключил договор о благотворительной помощи с Национальным медицинским исследовательским центром детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. В ближайшее время собирать деньги для пациентов центра будет не только фонд «Подари жизнь»,
но и изначально созданный для его поддержки, но и Русфонд, собственно, к которому можно будет также и обратиться. Небольшая информация. В 2019 году фонд «Подари жизнь» потратил 73 миллиона рублей только на препараты для подготовки к трансплантации. Еще почти 60 миллионов были потрачены на антибиотики и 73,5 миллиона на наборы для очистки трансплантанта. Теперь часть этих затрат возьмет на себя Русфонд, что непосредственно и для нас очень хорошая новость. Государство не забывает о нас и о нашей деятельности. Вот. Недавно к нам поступил вопрос о том, какие площадки можно использовать для онлайн-деятельности. Мы, как единый ресурсный центр, пользуемся, активно используем такую площадку, как Discord, голосовой и стриминговый голосовая стриминговая программа по установке связи с своими коллегами. В принципе, каждый день, выходя на планерки, мы можем слышать и видеть некоторые вот материалы. Очень удобная программа, никакой рекламы здесь нет. В всяком случае, достаточно удобно. Слышали также, скорее всего, и вы наверняка слышали о такой программе, как Zoom. Zoom – это уже больше такой видео-хостинг-канал, где устанавливается видеоконференц-связь со своими коллегами. Используется тоже достаточно распространенно, очень несложный интерфейс работы. Единственное, доступно только 40 минут бесплатного общения. В рамках Discord, во всяком случае, такого нет. Discord бесплатный и доступен для всех. Вот. Также поступила информация, что появилось целое явление в связи с недавней, получается, ситуацией в этом мессенджере. В нее могут вторгнуться хакеры и устроить полный бардак. Сейчас в социальных сетях, если вы сидите, во всяком случае, наблюдаете, видели, наверное, достаточно сообщений. Так как вот сейчас вот многие школы, университеты и учебные заведения, в частности, перешли на такие формы Zoom, Discord и иных методов, то тема достаточно актуальна и достаточно опасна. Так что, пожалуйста, сохраняйте и используйте пароли для своих каналов связи. Вот. Также российские НКО начали акцию «Если не будет фондов». Суть данной акции в том, что некоммерческие организации хотят привлечь внимание к проблемам, с которыми столкнулся секс-сектор из-за пандемии и экономического кризиса. Благотворительность в России – это не что-то избыточное, называется, собственно, данное направление. Вот. Об этом вы можете узнать на сайте asi.org.ru, это агентство связи информации. Можете ее посмотреть, там достаточно много интересных новостей выходит, собственно, и о конкурсах, и о новостях некоммерческих организаций. Также вы можете направлять свою информацию для публикации на этом сайте, и, соответственно, о вашей деятельности смогут узнать многие другие некоммерческие организации. Также хотели бы, собственно, напомнить о наличии такого сайта, как «Моя Россия». Тоже достаточно интересная платформа для создания собственного сайта, для публикации своих информационных сообщений, пресс-релизов, пресс-анонсов, которую, собственно, будет иметь большой охват. По конкурсам. Начнем, наверное, с федеральных. На данный момент сегодня последний день подачи заявок на конкурс Росмолодежи. Сегодня к 11 часам они должны закончить, так что кто еще не успел подать, подавайте. Если имеются какие-то вопросы, наши эксперты смогут вас проконсультировать по тем или иным вопросам. Будем надеяться, что заявок в этом году от республики тоже будет достаточно много. Через наш единый ресурсный центр пришло как минимум 4 проекта. Так что будем надеяться, что охват будет тоже достаточно большой. Про конкурсы фонда Владимира Потанина мы уже, собственно, сказали. Также есть конкурс Елены и Геннадия Тимченко. Конкурс называется «Курс на семью». Проводится она до сентября 2020 года. Проект сам направлен на стажировку специалистов системы защиты детства и профилактики сиротства. И сумма гранта 100 тысяч рублей.
Участвуют муниципальные и государственные учреждения и непосредственно социально ориентированные НКО. Также был объявлен конкурс ПАРА, то есть проектный офис развития Арктики, который направлен непосредственно, как уже говорилось, на развитие Арктики. Вот, участвуют, в принципе, любые граждане Российской Федерации, которые проживают на территории России или за рубежом, а также граждане других стран. А, Ага, получается, гранты предусматривают, ну, можно подать грант до 50 тысяч рублей, и для индивидуальных участников можно подать до 100 тысяч рублей можно подать от некоммерческих организаций. Вот. Также был объявлен конкурс Smart Exclusive, Smart Эволюция по выявлению эффективных практик и антикризисных решений, в том числе по борьбе с коронавирусом и его последствиями. Конкурс объявлен до 15 мая 2020 года. Участниками могут стать граждане России от 14 лет, любые физические лица, соответственно, также как и некоммерческие организации. Кто хочет участвовать, в принципе, тоже можете податься. Вот, приз за первое место 500 тысяч рублей, второе 300 тысяч рублей и третье, соответственно, 200 тысяч рублей. Вот, смарт-дело, если объяснять, это протестированные практики или инициативы, улучшившие жизнь людей и решившие актуальные задачи, которые можно распространять в других регионах. Вот. По региональным конкурсам есть информация о том, что целевой фонд будущих поколений до 10 апреля объявил конкурс проектов «Победа», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. И также есть информация о конкурсе «Алмаз Генбанка» для некоммерческих организаций по направлению добровольчества. Подать заявку вы можете у них на сайте albank.ru, где, собственно, в разделе, сейчас скажу, в разделе ККС, если я правильно помню, можно подать, собственно, заявку. Если по какой-либо информации вы также можете обратиться к нам по данному конкурсу, и мы можем вам направить некоторые материалы. Вот. Если у вас есть какие-либо вопросы или же хотите о чем-то, что хотите, что какие-либо вопросы, о которых хотелось бы обсудить, вы можете также написать об этом тут в комментариях, или же отправить нам в личные сообщения в Дискорде, или же на нашу почту ресурс НКО, где, собственно, мы сможем ответить на данный вопрос. Наталья Миронова пишет: СОВ ответственная. Хороший комментарий. К сожалению, я не совсем правильно понял некоторую смысловую нагрузку данного предложения. Вот. Так вот, раздел «Социальная ответственность». Да, отлично, спасибо. Вот, в разделе «Социальная ответственность» вы можете посмотреть, собственно, непосредственно о данных конкурсах. Кто может принять участие в конкурсах фонда Потанина? Хороший вопрос. В конкурсе Потанина может участвовать некоммерческие организации. Это могут быть и социально ориентированные некоммерческие организации, и обычные некоммерческие организации. Если я правильно помню, физические лица тоже могли, но это надо посмотреть в положении. Точные моменты, к сожалению, там не упоминались. Но, во всяком случае, некоммерческие организации точно могут. Вот. Да, некоммерческие организации. Еду на машине. Так, Наталья Миронова у нас является непосредственно начальником отдела Алмаз Генбанка. Она является одним из главных организаторов данного конкурса, так что если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете также связаться с ней, скорее всего, и она тоже может вас проконсультировать по некоторым вопросам. Вот. И она, собственно, вот как раз в чате у нас и пишет, какой раздел, за что ей отдельное спасибо. Вы можете покидать плюсиков в чате для Натальи Мироновой. Наталья Кристина.
Вот. Далее, какие у нас еще есть вопросы? У нас в чате, в принципе, тишина касательно вопросов. Вот, ранее поступали также вопросы о том, работает ли Министерство юстиции. То есть тут еще раз повторюсь, что сейчас они все находятся на дистанционной работе, принимают документы онлайн. Мы сейчас тоже работаем все дистанционно, все сидим по домам и работу мы ведем, собственно, через почту, через телефоны. Так что если у вас есть какие-либо вопросы по консультации, по регистрации некоммерческих организаций или же по проектам, которые вы хотите подать к следующему конкурсу, то, в принципе, вы можете обратиться к нам. Вот наши номера телефонов и также какие остальные иные данные контактов связи вы можете найти в наших социальных сетях и на нашем сайте. Вот. Какие у нас еще есть вопросы? Вроде вопросы кончились. Так, ладно, еще раз всех призываю участвовать в конкурсах, писать проекты. В конкурсах, как вы слышали, достаточно много. Информацию об этих конкурсах, которых я сегодня озвучил, вы можете увидеть в скором времени ссылками в комментариях к данному видео, к данному прямому эфиру. Также вы сможете это узнать и у нас непосредственно в рассылке. Можете написать нам в личных сообщениях. И также мы опубликуем данную информацию на наших информационных сайтах. Вот. Также данная информация есть в приложении МКО Якутии, в мобильном приложении. Если у вас она имеется, тоже можете там ее увидеть, да, информация обновляется, можете получить ее там. И непосредственно сами при желании вы можете найти данные конкурсы в интернет-ресурсах. Как я уже сказал, вы можете это увидеть на оси и да, в оси вы можете это увидеть. Увидеть это у нас на сайте fondsemia.ru и также в иных мессенджерах типа и социальных сетях типа Фейсбука, Инстаграма и, и, возможно, даже в Твиттере в скором времени. Вот. Если вопросы, в принципе, кончились, то, наверное, можем заканчивать прямой эфир. Еще раз напомню о том, что мы выходим в прямой эфир каждую среду, не только я и Ольга Анатольевна как начальник, но и все наши специалисты. Так что если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете также, или темы, вы можете написать о них в комментариях, вы можете оставить заявку по темам, чтобы мы могли об этом поговорить в следующий раз. Так что если сейчас вопросов нет, то, надеюсь, все получили нужную им информацию. Всем спасибо, всем до свидания, не болейте и пишите хорошие проекты. Вот вопрос. Как можно помочь волонтерам, которые помогают пожилым людям? Отличный вопрос наших, видимо. Да, сейчас наши волонтеры по имеющейся информации приезжают к Николаю Мартынову в арену 31. Вы можете приехать к ним, поддержать их необходимыми материалами раздаточными, людьми. У нас также, насколько мне известно, есть очень много некоммерческих организаций, которые занимаются непосредственно волонтерством. Вы можете вступить в их ряды, разгрузить работу и распространить помощь в этой пандемии на весь город, на всю республику, так как работа ведется не только у нас в городе. Целевой фонд будущих поколений и наш единый ресурсный центр оказали некоторую сильную помощь в области как раз вот принтеров, краски, бумаги. Если у вас есть некоторые вот такие вот ручки, бумага или что-нибудь такое, бейджики, вы можете также помочь им в этом плане, вы можете помочь им также некоторыми информационными или же транспортом. В принципе, любая помощь, которая могла бы помочь в данной ситуации, она уже является необходимость и поможет нашим волонтерам как раз в реализации
да, данного вопроса. Я призываю всех еще раз сидеть дома, не гуляйте. То, что вот у нас сокращается число больных, это, конечно, хорошо, но лучше все-таки перестраховаться и, как говорит Айсен Сергеевич Николаев, все-таки лучше пересидеть до начала мая дома. Так мы сможем точно победить эту болезнь. Секрет, собственно, прост. Сидите дома, не гуляйте, не болейте и следите за своим здоровьем, следите за гигиеной и э, следите за состоянием здоровья не только себя, но и своих близких и окружающих. Так, какие у нас еще могут быть есть вопросы? Вопросы, по-моему, кончились. Ну, раз вопросов больше, в принципе, нет, это хорошо, а может быть и плохо, потому что если вопросов нет, то значит, скорее всего, я хорошо объяснил или наоборот плохо объяснил, но если у вас появятся какие-либо вопросы, вы можете всегда задать их, как я уже говорил, в наших социальных сетях. Так что не болеем, держимся, все будет хорошо, будем держаться и, как говорится, держать вас в курсе информационных новостей. Если что-то появится, мы обязательно об этом вам расскажем, покажем и докажем. Так что всем спасибо, всем пока.